Сколково состоялось первое всероссийское совещание под названием «Инновационная политика России и развитие регионов». В мероприятии принял участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В рамках встречи обсудили развитие инновационных технологий в регионах страны, в частности в Северной Осетии. По словам министра, на базе бизнес-инкубатора был создан IT-парк «Алания», который осуществляет свою деятельность в части разработки программного обеспечения. Помимо этого, Лев Кузнецов отметил, что в нашей республике заложен серьезный фундамент для развития программ импортозамещения на базе новых технологий. В качестве примера министр привел компанию «Фатагро», которая обеспечивает выращивание безвирусного исходного материала картофеля круглый год. Наша республика – единственная площадка по выращиванию элитных сортов картофеля. Уже сейчас сельхозпредприятия России могут закупить для посева экологически чистый картофель, который принесет в несколько сотен раз больше урожая. Есть пример у нас в Северной Осетии такое предприятие «Фатагро». Они исторически занимаются именно разведением семенного картофеля. И это люди вкладывают собственные деньги, построили лаборатории. Им, что хорошо, сегодня власти выделили специальные поля в горах, потому что это нужно технологии. Во Владикавказе прошел круглый стол в связи с незаконным навязыванием страховыми компаниями дополнительных платных услуг клиентам. При оформлении ОСАГО автовладельцев обязывают дополнительно страховать жизнь. Если человек отказывается от данного вида страховки, его просят написать заявление об отказе, которое может рассматриваться неопределенное количество времени. Представители Общероссийского народного фронта провели мониторинг и обнаружили целый спектр нарушений. Например, многие страховщики не выплачивают предназначенные скидки автовладельцам, несмотря на то, что компания сама рекламирует их. Только в новом году поступило более 20 жалоб на страховые компании. На встрече присутствовали автовладельцы, представители Общероссийского народного фронта, Роспотребнадзора, антимонопольной службы и госавтоинспекции. Однако сами страховщики по каким-то причинам не явились. Участники круглого стола подчеркнули, что автовладельцы вынуждены искать более выгодные расценки на страхование автотранспорта в соседних республиках. К нам поступают жалобы от жителей о том, что при оформлении ОСАГО людей обязывают доплачивать еще определенные выплаты за страховку жизни. Наша задача основная — снять эту проблему. Мы не собираемся, это не суд, это обычная встреча, на которой мы должны разобраться, в чем проблемы. И если, допустим, существуют у страховых компаний проблемы непреодолимые для них, то, возможно, Народный фронт готов их поддержать или помочь. Презентация социального проекта, направленного на объединение народов, состоялась в столице Северной Осетии. Вот уже 8 лет организация «Объединение многодетных семей России» успешно реализует подобные программы. На этот раз проект включает в себя несколько направлений. Это формирование толерантности, развитие межнациональных отношений и возрождение древней традиции куначества. Презентация и праздничный концерт были объединены в одну программу. Я многодетная мама, я уже бабушка, дважды бабушка. Воспитываю 9 детей. Быть многодетной мамой – это большое счастье, это Божье благословение. Я думаю, что без детей как-то наша жизнь в серых тонах бывает. А дети помогают нам жить, дают нам силы. Я думаю, что не всякая женщина быть готова многодетной мамой, потому что это огромный труд. Для школьников Владикавказа прошла презентация альманаха «Хочу все знать». Новый выпуск энциклопедии вышел тиражом 10 тысяч экземпляров и был приурочен к 10-летию компании «Русгидро». Впервые альманах «Хочу все знать» увидел свет в 1957 году и с постоянным успехом выходил ежегодно в течение 33 лет. Альманах пользовался большой популярностью среди читателей старшего поколения. Сегодня он подарит знания подрастающим умникам и умницам. Еще одним подарком для детей стал необычный сборник стихов «Речка, речка, где твой дом?». В книге рассказывают о волшебных реках страны, в том числе и о бурном Тереке. Презентация прошла в веселой обстановке, персонажи мультфильмов порадовали ребят интерактивными играми и загадками, а в конце праздника каждый получил в подарок заветные издания.
Наша компания продолжает огромное внимание уделять социальным вопросам, детству. И один из таких серьезных факторов в нашей благотворительной и социальной программе это является, скажем так, уже сегодня мы думаем о завтрашнем дне, о том, кто придет работать на нашей гидроэлектростанции, и, собственно, прививаем, скажем, любовь к инженерным профессиям.